В Аликово прошла спартакиада за активное долголетие. Участниками стали сельские пенсионеры, которые уверены, что с возрастом просто необходимо оставаться в отличной физической форме. Плавание, пулевая стрельба, дартс, эстафета свои силы проверили жители всех 12 территориальных отделов. Вместе с судьями за мастерством спортсменов серебряного возраста наблюдала и моя коллега Вероника Павлова. 60. Никто не попадался туда. Петр Григорьев из деревни Челокосы по дартсу тот еще знаток. А все началось с обычного подарка. Первый дартс зять подарил, а второй сам купил в магазине. Вот. По вечерам с женой кидаем тротики. Жена лучше, чем я кидает. Волнуемся здесь. Дрожат руки-ноги. Оно и понятно, не каждый же день соревнуешься в мастерстве перед публикой и под надзором судей. Супруга Галина показала результаты не хуже мужа. Домашние состязания не прошли даром. Но каждодневные тренировки – это вовсе не гарантия победы. Результат где-то 120-140. Это хорошо или плохо? Это средний. Дартс вот как лотерея. Результат его невозможно угадать. Как бы выходит, так выходит. В Калининском училище участвовала во всех спортивных мероприятиях. 30 лет прошло, хочу проверить себя, свое зрение и мастерство тоже. Впрочем, как говорится, бывших спортсменов не бывает. В той же самой пулевой стрельбе свои силы могли проверить как мужчины, так и женщины. Ограничение было лишь в одном – в возрасте. Моложе 55 на спартакиаду не допускали. Чисто я болею за возраст, за этот серебряный возраст. Кому-то 76 лет уже, кому-то чуть поменьше, но тем не менее они вот сохраняют бодрость духа. Я очень рада за них. Нешуточные страсти разгорелись в бассейне. Опыт в плавании у всех разный. Я вообще-то в реке плавала, но в бассейне первый день. Не знаю, как получится. Ну, настроение бодрое. Мы здесь целый день тренируемся, нам очень нравится. Во-первых, бассейн. Я теперь привлекаю еще своих односельчан, можно сказать, да? И они очень довольны. Во-первых, все эти болезни, которые у нас присутствовали, болезнь руки, ноги, которые суставы не двигаются, теперь мы про них вообще забыли. Приятный бонус и участие в состязаниях, а это дипломы, медали, кубки, пример для внуков, как нужно жить на пенсии. Но самое главное – новое хобби, приятные знакомства и общение. Зачастую на селе пожилые люди не так активно включены в общественную жизнь. Но это не про Аликовский округ. Здесь в каждом территориальном отделении есть союз серебряных волонтеров. В нашем округе всего более 5000 пенсионеров. Поэтому очень большая гвардия. Они активно откликнулись на предложение по проведению спартакиады. Вот мы летом проводили спартакиаду, летнюю спартакиаду нашими серебряными волонтерами. И они предложили в данном случае проводить и зимние спартакиады. Так удалось выявить, где в округе живут самые спортивные пенсионеры. Быстрее, выше и сильнее всех оказались жители села Аликово. В общекомандном зачете они заняли первое место. За ними на пьедестал почета поднялись Таутовский и Ефремо-Косинский теротделы. Аликовцы настолько вошли во вкус, что этим летом снова планируют провести спартакиаду, 3-ю по счету. Организаторы планируют привлечь еще больше сельчан. Напомню, сегодня участвовало около 70 человек. Но самое главное, надеются, что эту добрую традицию перенимут и другие муниципалитеты. Вероника Павлова, Дмитрий Макаров, Вести Чувашия.